Согласно статистике, которую успели подготовить специалисты Всемирной организации здравоохранения, от нового типа коронавируса более всего страдают люди пожилого возраста. В зону риска также попадают медики, которые по долгу службы в случае распространения инфекции в Абхазии будут вынуждены контактировать с зараженными. В настоящее время в России, как и во многих странах, наложен запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Это означает, что при всем желании закупить халаты и маски для абхазских медиков не получится. Поэтому гуманитарная помощь от Международной организации ООН весьма кстати. Мы очень рады быть сегодня здесь, в Абхазии, и благодаря помощи USAID, это Международное агентство по развитию США, мы можем оказать первую такую помощь Абхазии для того, чтобы защитить Абхазию от риска коронавируса. В данной ситуации очень важно, конечно, прежде всего защитить медперсонал, который, возможно, будет работать с инфицированными людьми. Поэтому мы привезли такие защитные комплекты, индивидуальные защитные комплекты, которые состоят из халат, очки, такие бахилы, маски, для того, чтобы медперсонал мог себя защитить. При этом около 500 литров дезинфицирующего средства для рук. И еще есть целый набор средств. Гуманитарный груз сопровождала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, кроме того, приехали проверить, насколько Абхазия готова к возможному распространению вируса. По словам представителя программы развития ООН Луизы Винтон, несмотря на то, что в большинстве случаев заражения коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, необходимо проявить максимальную заботу о тех людях, которые входят в зону риска. Мировая статистика уже показывает, что в странах, где была вспышка коронавируса, 80% населения, они в основном очень легко заболевают, очень легко проходит эта болезнь у них. Но самое главное, это те 20%, которые самые уязвимые, это большей частью пожилое население. И мы все должны понимать, что мы должны защищать именно их и проявлять свою ответственность именно ради этого, потому что у них это все намного тяжелее проходит. По словам начальника управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ахры Аджба, поступившие средства индивидуальной защиты позволят сформировать небольшой резерв специально для медработников. Груз действительно нам необходим, но этого нам недостаточно. Мы довольны тем, что на первое время, чтобы мы имеем эти средства защиты, и мы благодарны донорам, которые оказали эту помощь. В рамках работы межведомственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также ведутся переговоры между правительствами Абхазии и России относительно поставки в республику необходимых медицинских изделий. Минздрав России и именно гуманитарно сказали, мы таких возможностей не имеем, и поэтому нужно было обратиться в правительство России. Наше правительство обратилось в правительство России, и данное решение принято. Буквально на днях я созванивался с профильным департаментом здравоохранения. Им дано указание о том, чтобы сделать гуманитарный груз в Абхазию. Так что мы ожидаем в ближайшее время. Помощь со стороны международных организаций также будет продолжена. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.